Фарджинут жинархм болта. Абун равдыштуа бажунга канзыштам заужикаву консисторима. Су кудараштут. Савармак как-то вахту шафат е истории. Кутшахадыта консистори заужикаву епархии райрашту. Минавшеда сыпур сыпарам ажи уарашей пацах император Петр вцегам уолдардина управлениен архиерейты базырты башты рахашта консисторита шаражыны унафа. Консисторитан шашайрак хашкуама удайд епископы канцелярии кушт, ешаргыта куама лаудайд епархии архиерей. Минашеда сыпур вцегам ажи асу унафа етыхы басыд. Консисторионгта фыцагудышты ырмаштар молазанта, аргуантан лаварцыдышты чингута, ама андар алыхужун мухурганан ырмаг, саш, касай, сысамыр бафтыд. Консисторионгтай алчидар хисанай кутта савардар шармагун кушт. Епархии куштар барак куттой консисторионгта, ютазыла вудышты молазандун тышаргы, иннатата аргуанты, иннатата кутту миткуттакты кушт. Ишты тархони укухаштой консистории, вот наманг шашарга лауд архиерей. Газет «Терские ведомости» фышта. Духовная консистория есть присутственное место, через которое под непосредственным начальством епархиального архиерея производится управление и духовный суд в поместном пределе православной российской церкви, именуемой епархией. Архивон армаджита кудамонынс автомой город завджикау консисторий фажинт завджикау ама маждаджи епархи куны фидари вад шагдак синододы унафа магашка фанзам октябрь мин ашеда на парам ажи. Уиражма на город тут армаштар епархиалон канцелярий. Здесь когда-то была Владикавказская Моздовская кафедра, и в эту епархию она была довольно большой, входила вся бывшая Терская область, включая православные приходы Дагестана. А управление Владикавказскую кафедру тогда учредили в 1895 году как самостоятельную. И управление епархии называлось на тот момент духовная консистория. Автошем ноябрь минашеда на парам ажи якуштрайвитта ефица кушануа тут хуматак дурай амад баштахай абун тамай фертунджи одырыштыжита хашта Сергиевский ном. Что такое духовная консистория? Это аппарат чиновничий. Здесь я хочу напомнить, что на тот момент церковь это была как бы структура государства, как сейчас бы сказали, федеральное министерство. Святейший Синод, который находился в Петербурге, это как федеральное министерство. Епархии – это как вот местные региональные отделения его. Кад консисторионгта армаштар молазанта ама шауджинта удышты, вот секретарта ама регистратор тыбынаттата ахштой дины школата кашчи фаси ама авшадма барчи дарта вудон, уманыма завжикау дины баштахайттан шафулдар удышты авшаттон соборта. Были еще церкви военного духовенства, потому что военное духовенство, оно было само по себе независимо от местной епархии. Вообще по всей России. У них был свой протопресвитер русской армии, его должность была. И в его подчинении были все военные храмы по всей Российской империи. Во Владикавказе такими храмами были на месте нынешнего Арстинского театра. Его еще называют сначала Тенгинская церковь, потом Апшеронская. То есть какой полк? Это построил Тенгинский полк. Потом, когда он ушел, эта церковь перешла Апшеронскому полку. Потом был еще тут Северский Драгунский полк, к нему относилась церковь Александра Невского в нынешнем детском парке имени Жуковского. Когда полк этот покинул Владикавказ, то церковь перешла к епархии. Были еще церкви в военных учреждениях, допустим, в кадетском корпусе Владикавказском. Там храм Алексия был домовой внутри. Во Владикавказском военном госпитале свой храм. Это вот все, которые к военному ведомству относились. Удон хшануд завджикау консистории фицак секретарь. Петербурге Дина Академии Равахдон. Леонид Юлианович Шавельский. Уиражмата кушта завджикау епархии секретарей. А Майраевта Филипповский. По табелю рангов существующему секретарь духовной консистории
он был приравнен к чину армейскому или полковника, или генерал-майора, если это какая-то крупная епархия. Кайжагне кавы, консистория кажа кушткотта епархима, ламбнак саштарцит аргуантамдар, махургонцит гажет, епархиальные ведомости, бака шанут аллахужон, рмак, жагам. 29 мая 1895 года Госсовет утвердил штат Владикавказского епархиального управления, согласно которому его годовое содержание состояло из следующих сумм. Жалование архиерею – 4000 рублей, жалование свите архиерея, содержание певчих, наем служителей и ремонт архиерейского дома – 8000 рублей, итого 12 тысяч рублей. Их оклады назначал архиерей по своему усмотрению, исходя из вышеуказанной суммы. Содержание духовной консистории – 3 члена консистории по 500 рублей на каждого, епархиальный секретарь – 2275 рублей, 3 столоначальников по 1050 рублей на каждого, казначей, он же смотритель дома – 900 рублей, архивариус – 900 рублей, регистратор – 900 рублей, секретарь при архиерее – 1050 рублей, на содержание канцелярских чиновников – писарей и так далее – 3000 рублей, на канцелярские расходы на наем сторожей, ремонт, отопление, освещение и прочее – 2000 рублей. В сумме окладов 2/3 составляли жалования, а 1/3 – столовые деньги. Таким образом, годовое содержание консистории обходилось в 15 675 рублей, а вместе с содержанием архиерея – 27 675 рублей. Все приведенное финансирование осуществлялось из расходной сметы Святейшего Синода. Все финансирование шло тоже из бюджета Синода, то есть государство оплачивало зарплату чиновникам, священникам, которые служили во всех епархиях, архиепископам, владыкам всем это тоже оплачивалась зарплата. Если учреждался новый какой-то приход, обязательно это все законодательно узаконивался, что это вот такой-то приход со штатом таким-то, с зарплатой священника, диакона, псаломщика, там, все, что надо. И шло финансирование. И на месте управления осуществлялось через духовную консисторию, которая занималась всеми делами, не только церковными, а на тот момент обязанность церкви была намного шире. Они же выполняли еще функции нынешнего ЗАГСа, то есть шла регистрация родившихся, вступивших в брак и умерших. Это все тоже этим занималась церковь. Город Владикавказ был поделен на приходы. Приход это определенная территория, которая обслуживала какой-то храм конкретный. А это все было определено, чтобы если какие-то возникли вопросы, знали, куда обращаться, по месту проживания. Конечно, можно было совершить что-то и в другом храме, но желательно было по месту жительства. Динма барчи дарта, шауджин тайчи кушта, удонахшан удышты колыты аксо, косойты Моисей, сомайты Харлампи, бичерахта Василий, ама андарта. Владикавказская епархия тогда представляла собой достаточно обширную, большую епархию. Территориально она охватывала практически всю Терскую область. Плюс туда еще входил небольшой поселок Осетинский, то, что мы сейчас называем Костахитагурово, Лаба. Вот там тоже входило в состав епархии. Духовенство было обширным, абсолютно интернациональным. Превалировали, естественно, русское духовенство. Вторым по численности шли осетины, были духовенства армяне, греки, грузины. Уже не одно десятилетие, а может быть к тому времени, может быть даже столетия, проживают осетины, во-первых. Ну а во-вторых, тоже там, если копнуть вглубь истории, то мы знаем, что там был центр Аланской епархии. Вот Архыз, там это центр Аланского городища. Там, можно сказать, древнейший храм на территории Руси. Это X века Шуанинский храм, Зеленчукский храмы. И, видимо, какое-то там, вот подробности, может быть, я так точно не знаю, что
как именно там оказалось вот это астинское поселение, но его как-то надо было кормлять. И его вот именно епархия взяла под свое попечение. Вот. А Терская область тогда распространялась вплоть до пределов современного Дагестана. Кстати, Дагестан, не входя в Терскую область, входил в состав Владикавказской и Моздокской епархии. Нараждар равдыштыты юма дуахатты назыртам. Революция раштаг заужика ухалт кайрсыдышты дины баштхайттадар. Жагам ирон театр фажы. Раждар уд Шагдак Петр, ама Павел номыл арган. Аргуанта кудахкаттуй, халтуй, ама шахтой, авта афхарт ефтой, динима башт адамдар. Биратызы, фехштой, арсахштой, арвыштой шыбырма, ама ындар дардраттан завжақауай. Фала кад шада ажай фылдар расыт, оттар шанамта бажадышты истории, архивты ранқаты.